из Павлодарской области, Иртышская средняя общеобразовательная школа номер 4, Иртышский район. Все, ну что ж, давайте. Я вам дала разрешение. Так, на демонстрацию. Отлично. Видим вас. Коллеги, у всех микрофончики выключены, вы молодцы. Ну, русоведы, они всегда продвинутые. Ага, ставьте на весь экранчик, Динара. Включайте микрофончик свой. Коллеги, и прежде чем наши коллеги начнут свой мастер-класс, я напоминаю, что в 17:20 мы должны вернуться в основной зал. То есть у нас ровно час, чуть-чуть с небольшим. Поэтому, коллеги, выступающие, у вас 13, максимум 15 минут. Я на таймере. Поехали. Давайте. Добрый день, уважаемые коллеги. Желаю вам отличного плодотворного дня. Пусть наша работа, которую мы сегодня будем показывать, внесет вклад в развитие читательской грамотности на уроках русского языка и литературы. Свою работу представляют вам учителя русского языка и литературы Павлодарской области села Иртыш, учитель-исследователь Костыгова Елена Борисовна и педагог, учитель-исследователь Нара Мухарамовна. Наверное, каждый преподаватель регулярно задает вопрос, как сделать эффективным процесс обучения, какая методика будет адекватна современной модели образования, что может предпринять преподаватель, чтобы на урок каждый обучающийся шел как на праздник. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Применение активных методов и приемов обучения на уроке позволяет решить эти проблемы. Именно активные методы и приемы помогают нам научить учащихся не получать готовые знания, а самостоятельно искать, анализировать, формулировать информацию, которая в итоге и составит общую сумму знаний. В итоге сформулируется общая система знаний, ученик научится самостоятельно учиться. Тема нашего мастер-класса – активные методы и приемы на уроках русского языка. Мы преследуем следующие цели: поделиться опытом использования активных методов обучения работы с текстом на уроках русского языка, продемонстрировать эффективные подходы из нашей педагогической практики с целью определения заголовков к тексту, провести обмен мнениями с участниками относительно практического использования активных методов на уроках русского языка в чате. Нами были изучены некоторые приемы активных форм обучения и опробированы на уроках русского языка и литературы. Драматизация, дискуссии, метод проектов, деловые игры, проблемная ситуация. Сегодня мы с вами поделимся с работой с текстом. Создание заголовка для текста разных типов может показаться простой задачей, но это далеко не так. Не все сразу справляются. И поэтому мы на своих уроках русского языка чтения всегда начинаем с заголовка. В обучении русскому языку и литературе одной из ключевых задач является развитие навыков работы с текстом. Одним из важных аспектов этого процесса является умение определять заголовок, соответствующий содержанию текста. И тогда у нас возникают некоторые проблемы. Например, определение заголовка, соответствующего содержанию текста. В данной работе мы рассмотрим методы и приемы, которые помогут эффективно определить заголовок. Методы и стратегии в определении заголовка. Мозговой штурм, фокус группы, фотография со слов, использование формул, работа с разными типами текстов, обратная задача. Мозговой штурм. В этой технике вы пишете всевозможные варианты заголовков, которые приходят на ум без критической оценки. Важно позволить себе свободу мысли, записывать все идеи, даже которые кажутся неуместными. Затем можно вернуться к списку и выбрать самые лучшие. Фокус группы – это работа в группах. Группы людей, которые представляют вашу целевую аудиторию, несколько вариантов заголовков и попросить их оценить каждый из них. Обсуждение в группе может дать ценную обратную связь. При обучении ребят тому, чтобы ребята научились хорошо давать заголовки к тексту, мы используем следующие формулы. Проблема решения. Нам необходимо определить проблему и предложить разные решения, что и делают наши ребята. Вопрос, формула вопрос. Заголовок в форме вопроса вызывает любопытство и приводит часто к успеху. Мы работаем
Коллеги, это они зависли, да? Получается. Ну, чуть-чуть подождем, ага. Да, потому что их выкидывала сегодня. Бывает. Никто не застрахован, к сожалению. Ну вот пока появится звук, я скажу. А вот они совсем. Их совсем выбило. Ага. Так. Совсем их выбило, я смотрю. Ну, ничего страшного. Мгм. Так, извините, пожалуйста, коллеги, но техника есть техника, интернет есть интернет. Выбила их совсем. Роза Куангалиевна, вы здесь? Роза Куангалиевна. Все мы видим. А, вы здесь уже? Да, Да, нас Выбила. да, вас выбила, Динара. Давайте Да, еще раз демонстрируйте экранчик. Ага, только подсократить теперь придется. Давайте, давайте. Угу. Демонстрируйте снова быстренько. Ничего страшного, бывает. Не переживайте. Не видно нас, да? Нет, 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 нет. Да, вот подгружается, подгружается. Ага. Угу. Подгрузилась. Да. Вы хотите показать видео? Вы не включили поделиться совместное использование звука. Динара, вы где? То вы демонстрируете экран. Пока Гульжан Ондасыновна демонстрирует экран, тема у нее развитие критического мышления, основа формирования функциональной грамотности. Гульжан Ондасыновна, вы здесь? Включайте сразу микрофончик, вы же выступаете же. Гульжан. Гульжан. Микрофон. Вы готовы? Гульжан Ондасыновна. Ага. Динара Мухарамовна, Елена Борисовна, вы готовы? Да. Да, да. Да, давайте вас послушаем. Гульжана, тогда готовьтесь. Видимо, что-то там с интернетом произошло. Угу. Давайте, демонстрируйте экранчик. Только, коллеги, у вас 10 минут, потому что вы очень много времени забрали, к сожалению, из-за интернета, из-за того, что вы зависали очень долго. Угу. Вы можете просто продолжить. Напомнить просто, о чем вы говорили. 10 минут, не больше. Поехали. Хорошо. Нас Угу. слышно? Поставьте, Так, пожалуйста, на весь экран. Динара, на весь экран поставьте. Угу. ну, пока говорите сейчас. Сейчас мы покажем вам видеофрагменты с уроков, где ребят мы учим и обучаем, как давать заголовок, соответствующий тексту. Звук? Звука нет. Угу. Совместное использование звука, пожалуйста, не включили, наверное. Слышно? Нет. Совместное использование звука. Остановите демонстрацию, ничего страшного. Остановите демонстрацию, сделайте совместное использование звука, галочку поставьте и поделиться экраном. Угу. Совместное. Вот. Слышно? Да, да, теперь будет слышно. Угу. Хорошо. Всё, пошли. Вам нужно будет собрать пазл и определить тему нашего урока. Пожалуйста. Фрагментами покажем, так как уже время. Нужно определить, какая проблема может возникнуть у детей. Как вы думаете? Проблема определения заголовка. Определение заголовка.
Ну, посмотри, заново опять. Заголовка, который соответствует содержанию текста. Молодцы, ребята. Итак, ребята, мы начинаем работать с текстом. Любая работа над текстом начинается с того, что его нужно прочитать, выделить основную мысль. На основании каких-то специальных слов, фраз, рисунков можно придумать заголовок своему отрывочку или своему тексту. Итак, мы начинаем работать с фотографией слов. На столе у вас сейчас листы. Вы назовете название книги, укажете, назовете автора. Далее вы пишите из текста, который положен перед вами, ключевые понятия, ключевые слова, сделаете зарисовки и попробуйте дать заголовок вашему тексту. Сейчас мы сделаем вынос в класс или в аудиторию, как говорят. Пожалуйста, вторая группа. Я работала с текстом номер 1 и нарисовала картину, где Варенька и Иван Васильевич танцевали на балу и влюбились друг в друга. И тему я поставила как возникшая любовь. Я работала с текстом номер 1, нарисовала, как татарина прогоняют через строй, выписала следующие слова подсказки. После бала напуганный, неспокойный, удивленный. Оцените, пожалуйста, свою группу, работу своей группы. Прочитать свой вопрос нашему заголовку. Пожалуйста, к доске. Почему поменялось настроение у Ивана Васильевича? Мой вопрос, где происходило действие в начале рассказа. Хорошо. Кто был на балу? Кто был на балу? Замечательно. Можно я? Хорошо. Какова была атмосфера на балу? Мой вопрос. Какое настроение было у Ивана Васильевича после бала? Хороший вопрос. Кто еще у нас не заходил, пожалуйста? Желаем. Мой вопрос. Кто был на балу? На балу было большое количество людей. Был полковник, Иван Васильевич, Варенька и супруги, которые устраивали бал. Молодец. Лежит еще один прием. Это называется «Открой ключ». Прочитайте, пожалуйста, мини-текст, расположенный в замке, и откройте ключ, то есть дайте ответ. Воображение. Чтение помогает улучшить память, расширить словарный запас и научиться лучше понимать других людей. Кроме того, чтение перед сном способствует расслаблению и улучшению качества сна. Данного замка ключ является пользой чтения для человека. Сложности с мотивацией и необходимость чувства одиночества. Николаевич Толстой сначала назвал свой рассказ не после бала. У него первое название было «Дочь и отец». Дальше он предложил рассказ о бале и сквозь строй. Еще один заголовок, а вы говорите. Как вы думаете, почему именно Лев Николаевич Толстой остановился на названии «После бала»? Ребята, обсудите в группах и скажите ваши ответы. Простите, Динара, Елена Борисовна, может, вы сейчас расскажете тогда коротенько? Мы видим, что делают дети. Коротко расскажите, у вас 5 минут. Угу. Хорошо. Можете продемонстрировать презентацию и показывать. У вас там хорошие идеи есть. Угу. Хорошо. Извините, пожалуйста. Угу. Так. Мы использовали в своем видеоуроке мозговой штурм, когда ребята должны были привести варианты заголовков, которые приходят на ум, и среди них выбрать самые лучшие варианты. Далее фокус-группы тоже использовали на уроке через ключ, Елена Борисовна использовала, когда тоже несколько вариантов заголовков дети рассматривали и, обсудив уже в группе, выбрали самый более привлекательный и понятный заголовок. То есть мы изобрели такой замочек и к нему положили 4 ключа. А дети выбирали тот, который подходит.
тот, который открывает этот текст. То есть они подбирали к заголовку. Далее использовали прием прогнозирования, когда дети должны были прогнозировать, почему название этого произведения было выбрано автором для своего текста. Наши дети, им очень нравится работать с такой методикой, как фотография слов. Когда ребенок указывает, как я просила, укажите, пожалуйста, как называется произведение, назовите автора, зачастую дети забывают автора. Потом перед ними текст, они его читают, выписывают ключевые понятия, слова-подсказки, делают рисунок, подходящий к этому тексту. И на основе всего этого делают вывод о том, какой заголовок, как называется данный отрывок. Чтение начинается с заголовка. И неважно, какой это текст, художественный, научный или публицистический, именно с названия надо начинать любую работу с текстом. Хороший заголовок может существенно увеличить количество прочтений и интерес к содержимому. Заголовок – это не просто слово или фраза. Это дверь, которая открывает нам и нашим ученикам вход в дальнейшее содержание. Видео мы фрагменты показали. Да, коллеги, вы еще можете какой-то фрагментик новый показать, пожалуйста. Дело в том, что Гульжана Умдасыновна, у нее погас свет, она не может зайти, поэтому можете показать нам фрагмент. Давайте. И определить тему нашего урока. Ну, вот здесь ребята собирают пазлы, читают текст и на основании текста определяют тему урока. Выход на тему. Комментируйте прямо, девочки, комментируйте, коллеги. Хорошо. Молодцы. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Итак, вторая группа. Прочитайте. Заголовок «Окошко для взгляда вперед». Посмотри и подумай, что тебя ждет. Заголовок – это не просто слова, эти слова – всему голова. И наша группа считает, что тема сегодняшнего урока – это заголовок. Спасибо. Так, вы согласны? Да. Ваша группа тоже справилась с заданием. Вы молодцы. Теперь вам нужно определить, какая проблема может возникнуть у детей. Как вы думаете? Проблема определения заголовка. Определение заголовка, который соответствует содержанию текста. Молодцы, ребята. Итак, ребята, мы начинаем работать с текстом. Любая работа над текстом начинается с того, что его нужно прочитать, выделить основную мысль. На основании каких-то специальных слов, фраз, рисунков можно придумать заголовок своему отрывочку или своему тексту. Итак, мы начинаем работать с фотографией слов. На столе у вас сейчас листы. Вы назовете название книги, укажете, назовете автора. Далее вы пишите из текста, который положен перед вами, ключевые понятия, ключевые слова, сделаете зарисовки и попробуйте дать заголовок. Прогоняют через строй, выписала следующие слова. Вот этот метод, там сначала дети читают текст, потом со слов рисуют, как бы фотографируют фрагмент, делают рисунок этого текста, выписывают ключевые слова и на основании ключевых слов определяют заголовок. Также мы используем метод лоскутного одеяла, тоже графический органайзер, когда дети сначала выписывают основную идею текста, ключевые слова и также выходят на заголовок текста. Но определение заголовка по содержанию текста вызывает трудности у детей, и поэтому работа требует особого внимания по этой теме. Данная методика «Спроси у заголовка». Дети должны, например, рассказ «После бала», дети должны спросить у заголовка, почему так называется «После бала», и они задают свои вопросы. На основании этого возникли такие вопросы, как у нас, какое было настроение на балу, что испытывал Иван Васильевич, почему автор не назвал «на балу», почему он назвал именно рассказ «После бала»,
Вот такие вот Какое вопросы. отношение к баллу имеет татарин? Вот сегодня ребенок там тоже у нас спросил так. И далее потом выборочно отвечают на свои вопросы по заголовку. Так, Как ключи? Иван Васильевич, Варенька и супруги, которые устраивали бал. Молодец. Или же еще один прием? Вот когда Елена Борисовна показывала методику ключ, то на замке был написан небольшой текст, дети должны были прочитать фрагмент, и к этому замку были ответы, несколько ключей, несколько заголовков, которые должна была проанализировать сначала группа и далее выбрать уже в обсуждении, выбрать самый правильный ответ. Итак, ребята, следующий прием называется прогнозирование. Обратите внимание на доску, на слайд. Название рассказа. Давайте вспомним еще раз, как назывался у нас рассказ. После бала. А вы знаете, что Лев Николаевич Толстой сначала назвал свой рассказ не после бала. У него первое название было «Дочь и отец». Дальше он предложил рассказ о бале и сквозь строй. Еще один заголовок, а вы говорите. Как вы думаете, почему именно Лев Николаевич Толстой остановился на названии «После бала»? Ребята, обсудите в группах и скажите ваши ответы. Коллеги, у вас минутка, заканчивайте, пожалуйста. Ну, мы хотим поблагодарить всех коллег за внимание. И если будут какие-то вопросы или хотим получить обратную связь в чате, будем ждать. Спасибо большое за внимание. Ну что ж, уважаемые коллеги, Динара Мухарамовна, Елена Борисовна, вам спасибо большое, несмотря на трудности, которые возникли у вас с интернетом, все-таки вы выступили сегодня. А вот коллеги, Гульжан Умдасыновна, вы здесь же, да? Вот она тоже сейчас подключилась. У нас буквально осталось 5 минут. Гульжан Умдасыновна, давайте, человек готовился. Останавливайте демонстрацию, Динара. Гульжан Умдасыновна, вы здесь?